Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. На финишной прямой главе Якутии доложили о ходе строительства республиканского кардиологического диспансера. Когда же он распахнет свои двери? Двойное тестирование. Пациенты с признаками ОРВИ будут обязательно проходить тесты на COVID-19. Интересный именинник. Сегодня свой день рождения празднует Дед Мороз. Сколько лет ему исполнилось? В Якутии строительство республиканского кардиологического диспансера, вторая очередь кардиососудистого центра на 150 коек, вышла на финишную прямую. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 90%. К концу года объект ведут в эксплуатацию. А уже в первом квартале 2022 года начнут принимать первых пациентов. Ход возведения медицинского учреждения рассмотрен на заседании оперштаба по строительству под руководством Айсена Николаева. Все производственные и строительно-монтажные работы на объекте должны завершиться до конца года, чтобы в первой половине следующего года кардиологический диспансер смог начать свою работу, подчеркнул глава республики. Плановое завершение строительно-монтажных работ ожидается 20 декабря 2021 года. У жителей региона, у кого имеются дачные участки, все еще есть шанс оформить их в упрощенном порядке. Напомним, в марте правительство страны вновь продлило дачную амнистию еще до 2026 года. Более подробно в сюжете Дмитрия Тымырова. Начиная с 2006 года продавать, дарить, завещать неоформленную загородную недвижимость, дачи, земельные участки стало невозможным. Это связано со вступлением закона о дачной амнистии. Федеральный закон по вопросу оформления в упрощенном порядке права гражданина на отдельные объекты недвижимого имущества. Объектами недвижимого имущества у нас являются это земельные участки, предоставленные гражданину для ведения личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства, садоводства или огородничества, а также индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства. Объектами недвижимости, расположенные на таких земельных участках, могут быть индивидуальные жилые дома, а также объекты, для строительства которых не требуется получение разрешения на строительство. А вот оформить вышеперечисленное недвижимое имущество в собственность необходимо как можно скорее, даже если вы не собираетесь ее продавать. Однако, по данным Росреестра и регионального министерства строительства, якутяне не спешат регистрировать свои земли и дачи, рискуя оставить их в собственности других людей. Дачная амнистия позволяет оформить такое имущество и предоставить минимум бумаг. Да? Например, на садовых участках или земле для индивидуального жилищного строительства можно узаконить без уведомления по техплану. Для этого нужно, чтобы права на земельный участок подтверждались документами. Да? При этом ЭГРН не было зарегистрировано право собственности. То есть это касается недвижимости уже построенной, которая еще не была оформлена в собственность. Это, вот, как я уже сказала, норма действует до 1 марта 2026 года. Так, по данным Росстата, начиная с 2006 года по всей стране новым законом воспользовались более 14 миллионов заявителей. Напомним, все дачи, садовые домики времен СССР строились без проектов, разрешений на строительство и прочих необходимых документов. Для того, чтобы облегчить процесс их перехода в частную собственность, и был принят данный закон. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не откладывать оформление дачной недвижимости в собственность в долгий ящик, а воспользоваться амнистией уже сейчас. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Все пациенты с признаками ОРВИ в России будут обязательно проходить тестирование на коронавирусную инфекцию, чтобы не допустить ее распространения. Соответствующее постановление уже принято, сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Главный санитарный врач России также сказала, что охват тестированием на ковид в стране увеличился в 1,5 раза.
Два участка региональной дороги Умна с общей протяженностью 11 километров отремонтировали в селе Улахан-Ан Хангаласского района. Работы провели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Капитальный ремонт в населенном пункте охватил 4 километра дороги с укладкой 2 слоев асфальтобетона. Дорожники применили экономичную технологию ресайклинга, уложили гофрированные водопропускные трубы и щитчатые конструкции для защиты от эрозии и оползней, говорится в сообщении Управления дорог Якутии. Кроме того, установили уличные светильники на протяжении более 3 километров. Отремонтировали и примыкающий к селу участок дороги с переходным типом покрытия протяженностью 7 километров. В Нюрбе до 2025 года заасфальтируют улицы сел, расположенных вдоль федеральной дороги Вилюй. Уложат дорожное полотно в рамках пилотного проекта развития автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов. Общая стоимость проекта – 195 миллионов рублей. Из них 98 миллионов направят из Республиканского дорожного фонда. В этом году нюрбинский филиал РИК «Автодор» провел пробное асфальтирование центральной улицы Сюлинского наслега. Ну, сейчас мы считаем, сколько нужно будет от районного бюджета, потому что мы тоже подали заявку, чтобы совместно была софинансировать и от Республики, Дорожного фонда по части капитального строительства, ремонта сельских улиц, потому что федеральные дороги делаем, региональные делаем, муниципальные дороги мы из средств района делаем, а вот сельские улицы, которые должны асфальтироваться, должна совместно из государственного бюджета, не только с муниципальных бюджетов. В Нерюнгри состоялась 25-я сессия районного совета депутатов 4-го созыва. Вел ее председатель совета Валерий Селин. Депутаты рассмотрели 14 вопросов. Подробности в следующем сюжете. Первым решением сессии стало внесение изменений в устав Нерюнгринского района. Речь идет о нововведении, которое станет дополнительной мерой по защите имущества тех граждан, которые оформили свои права много лет назад. Принятие решений и проведение на территории поселений мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в единый государственный реестр недвижимости. Реализация положений указанного закона не потребует дополнительных действий со стороны правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества. В частности, органы государственной власти и местного самоуправления самостоятельно проведут анализ сведений, содержащихся в собственных архивах, а также запросят в различных учреждениях необходимую информацию. Среди вопросов, стоящих на повестке дня, были вопросы о внесении изменений в бюджет Нерюнгринского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а также вынесение проекта бюджета района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов для рассмотрения на публичные слушания. То есть в течение месяца до 12 декабря жители Нерюнгринского района имеют право вносить свои предложения в бюджет следующего года. И мы будем принимать его 24 декабря 2021 года. Кроме того, на сессии были утверждены положения о муниципальном земельном контроле, внесены изменения в количественный и поименный состав депутатской комиссии. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Москве снимают фильм совместно с якутским режиссером Костасом Марсаном. Стартовали съемки мистического триллера «Детектор» с Екатериной Вилковой и Кириллом Кяро в главных ролях. Продюсерский центр приступил к производству нового полнометражного игрового проекта. Это будет мистический триллер, напряженный, остросюжетный, интригующий фильм для взрослой аудитории. И мы рады поработать в этом жанре с якутским режиссером. У него совершенно особый авторский взгляд и тонкое чувство мистического, поделилась генеральный продюсер киностудии имени Горького Лика Бланк. Премьера «Детектора» намечена на 2022-2023 год. Стартовал отбор дизайнеров на участие в одном из самых зрелищных мероприятий Arctic Fashion Show. Показ якутских модельеров пройдет в рамках ежегодного всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Мероприятие проведут в онлайн-формате без участия зрителей. Показ будет посвящен памяти Варвары Филипповой, которая в 2019 году выступила с инициативой организации модного события. Более подробно смотрите в сюжете Марферины Алексеевой.
Показ Arctic Fashion Show – одно из самых излюбленных и зрелищных мероприятий фестиваля «Зима» начинается с Якутии. В прошлом году шоу впечатлил зрителей. Перформанс в виде тающей глыбы льда транслировал проблему таяния Арктики. В этом году показ посвящен теме «Мамонты спасают слонов». На нее меня натолкнули наши палеонтологи, с которыми мы делали большую конференцию в начале осени этого года. И они рассказали, что есть такое очень интересное течение, когда за счет мамонтовой кости спасают действительно слонов, кость которых очень дорогая, и охотники за бивнями слонов, они убивают этих животных для того, чтобы добыть эти трофеи, заработать на этом деньги. А мамонтовую кость мы добываем уже в виде останков этих животных, и, собственно говоря, они не страдают. Тема это будет у нас и в виде аксессуаров, и в виде самих нарядов. На участие в шоу поступило 36 заявок. Это рекордное число всех предыдущих показов. В этом году впервые пришлось вести отборочный этап. Стилист фэшн-показа и главный эксперт в отборочном этапе Гала Борзова. Модный стилист России, родом из Якутии. Как показали заявки, в показе примут участие как самые популярные дизайнеры Якутии, так и молодые талантливые мастера. В будущем показ Arctic Fashion Show планируют вывести с всероссийского на арктический уровень. Это говорит о том, что есть интерес, появился интерес к этому проекту. И этот проект действительно в арктическом мире единственный. Поэтому я считаю, что Якутия, наша республика, она действительно должна стать центром арктической культуры мировой. И в этом плане этот проект, он будет действительно брендовым. Старт фестиваля «Зима» начинается с Якутии 26 ноября и продлится он до 5 декабря. Знаковый фестиваль в этом году пройдет в формате онлайн. Показ Arctic Fashion Show будет транслироваться на YouTube-канале и эфире телеканала НВК «Саха» 2 декабря. Кроме показа, традиционно будет зажжение первой новогодней елки, гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», строганина, конкурс снежных и ледовых фигур, а также детские конкурсы и другие различные мероприятия, связанные с традициями Саха и народов Севера. Сегодня фестиваль стал одним из главных туристических событий. Успешно популяризируют республиканские бренды, такие как «Вечная мерзлота», «Полюс холода» и «Северное гостеприимство». Марфирина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. 18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима. Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно. Но точно, что более 2000 лет и в разные времена он был известен в разных образах. Сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович. В день рождения поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники и коллеги. Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан якутский, Дед Мороз, карельский Покаи и многие другие. К этому часу это все новости. До новых встреч в эфире на телеканале Якутия 24.